Как большевики назначили Алишира Наваи узбеком, поэта и просветителя родом из уйгурских Бахши. История масштабной фальсификации. В начале XX века на огромной территории Туркестана множество племен и народов пришли в движение. Пантюркизм, джадизм, маджахеды и басмачи. Восточный Туркестан стал центром тюркского возрождения благодаря открытиям в то время древней уйгурской цивилизации, начиная с уйгурского каганата, уйгурского до исламского турфанского идикутства. Блестящая цивилизация, созданная изначальной идентичностью уйгурского каганата и уйгуров Турфана, дала дальновидному, проницательному отцу Турции, Ататюрку непоколебимую уверенность и мотивацию примером. Прославление древней цивилизации уйгуров стало неотъемлемой частью османского тюркизма и туранизма, и Ататюрк утверждал, что уйгуры, которые жили в городах, были более цивилизованными, чем кочевые тюрки, которые были бесписьменными пастухами. В то время турецкая элита хотела стать частью уйгуров и уйгурской истории. От Босфора до Китая началось возрождение тюркского самосознания и понимания, что уйгурская тюркская цивилизация начинается как минимум с тюркского и уйгурского каганата более 1500 лет назад. Ататюрк назвал свою страну Турция, а народ — турками, отказавшись от названия османы, не имевшей национальной окраски. В то же время уйгуры также восстановили свое древнее этническое имя, которое вышло из употребления после принятия ислама, когда по исламской традиции народы называли себя просто мусульмане. Одновременно большевики начали национальное размежевание народов Средней Азии. Так появились молодые нации — узбеки, казахи, киргизы и другие. Но для создания национальных республик нужно было срочно придумывать новую историю этих народов и назначать национальных героев, в соответствии с программой партии большевиков по классовой борьбе освобожденных народов против угнетателей. И тут происходит главный историко-культурный абсурд, когда эпизод разрушения вождем кочевых узбеков Шейбаниханом процветающей империи тимуридов встретилась с советским мифотворчеством. Большевики объявляют Амир Тимура средневековым тираном, племена кочевых узбеков восставшим угнетенным народом, а Алишира Наваи — узбекским поэтом и просветителем. 18 января 1947 года выходит постановление Политбюро ЦИК ВКПБ о 500-летии со дня рождения узбекского поэта Алишира Наваи, где впервые в истории Наваи объявляют узбеком без каких-либо доказательств. Официальное признание Алишира Наваи как великого узбекского поэта стартовало именно с этого постановления ЦИК ВКПБ и сопровождалось масштабной пропагандистской кампанией. Никто до этого не называл Алишира Наваи узбеком. Так Наваи был назначен большевиками узбекским поэтом и отцом узбекского языка. После этого все факты уйгурского происхождения Наваи были вычищены из советских учебников. Под давлением большевиков советская академическая наука закрыла глаза на явное несоответствие историческим хроникам, где однозначно утверждалось, что Алишер Наваи родом из уйгурских Бахши и своим авторитетом утвердила историческую фальсификацию. Так кем же был Алишер Наваи на самом деле? Что писали о нем его современники? Мирза Хайдар Дуглат в своей одной из самых авторитетных хроник XVI века Тарих-и Рашиде свидетельствует: Алишер Наваи происходил из рода уйгурских Бахши. Выдающийся историк Хандамир в труде Хабиб ас-Сияр 1520 года пишет: «Мир Низамаддин Алишер по происхождению был из уйгуров, из славных эмиров того племени». Доулет-Шах Самарканди в Таскират аш-Шуара в 1487 году свидетельствует: Наваи был ас-уйгур, то есть из уйгуров, и происходил из знатного рода Бахши. Род Бахши был известен как уйгурская аристократическая династия, служившая еще Чингисхану. Род Бахши был одним из самых известных и влиятельных уйгурских родов в Центральной Азии и Персии со времен Монгольской империи. Они традиционно занимали высокие административные посты, дорогачи-наместники, визири, секретари, и были основателями бюрократических традиций империй и покровителями культуры. Ни в одном историческом источнике не оспаривается уйгурское происхождение Наваи и его рода. Этноним узбек в XVI веке относился к кочевым узбекским племенам Дэшти-Кипчак, которые под предводительством Шейбани-хана завоевали Среднюю Азию уже после смерти Наваи. Шейбани-хан, вождь кочевых узбеков, завоевав Герат, осквернил могилу Наваи. В своей хронике Хабиб ас-Сияр Хандамир пишет: Шейбани-хан, войдя в Герат, повелел разрушить гробницу Мир Алишира Наваи и сказал: «Могила этого кефира-уйгура не должна осквернять землю мусульманского города», и плюнул на надгробие.
Историк Зайн ад-Дин Васифи писал: «Надгробие Наваи раскололи, прах выбросили в канал». После погрома в 1507 году могила Наваи исчезла на 500 лет. И только в 20 веке на ее месте был построен мемориал. Итак, все исторические хроники современников Наваи утверждают: Алишер Наваи был родом из уйгурских бахши, рожденный в Герате. Герат был цветущим садом знания и искусства. Там собирались лучшие поэты, каллиграфы и мудрецы. Султан Хусейн и Алишер Мирза Наваи подняли его до небес, но все это исчезло после прихода орд Шейбани-хана. Уничтожение библиотеки Наваи стало катастрофой для мировой культуры. Были уничтожены уникальные рукописи, более 40 тысяч книг. Сочинения Наваи, труды великих поэтов и ученых Герата, Джамии и других. Трактаты по математике и астрономические таблицы Улугбека, Зиджи Гурагани. Сожжение библиотек стало не только культурной катастрофой, но и разрывом с научной преемственностью. Именно труды Улугбека, как вершина тюркской и персидской цивилизации, стали символом того, что было потеряно от нашествия воинствующих кочевников. Шейбани-хан правил неполных 10 лет, ущерб, который он нанес, невосполним. За 10 лет Шейбани-хан уничтожил или разрушил все культурное наследие тимуридов, репрессировал или изгнал элиту интеллектуалов и художников, заменил науку и искусство на милитаризированный ислам и привел к упадку процветающий Хорасан и Трансаксанию на десятилетия вперед. Разрушил весь расцвет культуры, созданный Наваи, Улугбеком и всей интеллектуальной элитой. Сломал научную традицию. После него не стало ни обсерваторий, ни переводчиков, ни философов, как будто забылась вся цивилизация тимуридов, Хорезма и Самарканда времен Улугбека. Бабурнама о падении Герата. Когда узбек вошел в Герат, дворцы знатных людей были разграблены, книги их развеяны, а наставники и ученые унижены или убиты. Поэты и каллиграфы рассеялись, и город опустел от науки и изящных искусств. В Бабурнаме есть критика культурной ограниченности Шейбани-хана. Он был невеждой в персидской поэзии и презирал тех, кто знал языки. Шейбани-хан говорил: «Тюрк должен решать дела мечом, а не пером». В результате история предала забвению Шейбани-хана, неизвестно, где он захоронен, нет его мавзолея. Хасан Румлу в хронике «Ахсан ат-Таварих» XVI века пишет: «Шах Исмаил велел вынести череп из тела, очистить, инкрустировать его золотом и использовать как чашу для вина». По легенде, шах Исмаил произносил: «Вот чаша, которую этот проклятый варвар хотел наполнить моей кровью, но теперь она полна вином моей победы». Таким образом, дав древним народам Средней Азии имя кочевых узбеков, большевики назначили отсчет новой нации узбеков с Шейбани-хана. Так, большевики отрезали 1000 лет городской цивилизации — Фергана, Самарканд, Бухара, описанных еще в китайских хрониках Ханьшу до нашей эры. Назначить отсчет новой нации с XVI века означало, что они не имели прямого отношения к древней цивилизации Средней Азии и появились позже, чем первые русские княжества. Это идеально ложилось в большевистскую концепцию старшего брата. Разрывалась тысячелетняя связь народов Средней Азии с древней цивилизацией тюркского и уйгурского каганатов, уйгурских государств Кашгарского и Турфанского оазиса, Кашгарского ханства караханидов. Фигура Алишира Наваи, родом из уйгурских бахши, это была как раз та самая связь и преемственность с древней уйгурской цивилизацией и зеркалом эпохи тимуридов, когда уйгурская интеллектуальная традиция была в расцвете в империи тимуридов, а Амир Тимур использовал древнее уйгурское письмо как государственную письменность. Теперь вождь кочевых узбеков был назначен большевиками фактическим родоначальником новой узбекской социалистической нации, давшей свое имя древней оседлой цивилизации.